Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Кто о вас мечтает постоянно, ежедневно, в чьих мыслях и мечтах постоянно присутствует ваш образ. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Но прежде чем мы с вами начнем, всех вас, мои дорогие, хорошие, любимые зрители, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и очень теплую поддержку. Земной вам поклон. Настраивайтесь, пожалуйста, на отсыпку. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Просто задайте вопрос от своего имени, мысленно либо вслух. Так и спросите, кто обо мне мечтает. И давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Как мило, очень-очень мило. Кто о вас мечтает? Тот, о ком мечтаете вы, тот, о ком вы думаете, кого в голове и в сердечке своем содержите. Видите? Вы о друг друге думаете, видите, над вами вот эта птичка, да, вас объединяет. Да, вы не вместе, либо между вами сейчас есть какая-то проблема, может, расстояние есть. Но тем не менее, вы постоянно думаете друг о друге, вы мечтаете друг о друге. Вас тянет друг к другу. Вот, мои хорошие. Вот такая вот информация вышла. Сейчас есть какие-то проблемы, либо вы поссорились, либо живете вы в разных местах. Вы думаете о нем и мечтаете, а он думает и мечтает о вас. Вы как-то думаете, что ничего не получится из этого, а мужчина наоборот, вот прям он уверен, что все получится. Вы как-то живете при этом, да, думаете о чем-то другом, а он думает только о вас и мечтает только о вас. Смотрите, здесь мужчину такого показали с тяжелым прошлым. Его показали таким вот прям, знаете, осликом. Нет, это не в обиду показано, это показано, что жизнь тяжелая, и мужчине все как-то тяжело доставалось. И, возможно, мужчины даже пользовались на работе, пользовались в семье, друзья могли пользоваться. Вот очень сильно его загружали. И очень непростой он путь прошел жизненный. При этом он стал только лучше и добрее. Он очень многое знает, он очень многое умеет. Человек простой, открытый, с хорошим чувством юмора, либо все может на шутку перевести. Да? Вот нет с ним какой-то тревоги. Наоборот, когда с ним общаешься, как-то вот спокойно и легко становится. Возможно, вы его жалели, когда узнавали какие-то подробности его жизни, но он прям очень многое в какой-то лайтовой форме вам передал. Если бы вы действительно всю правду о нем, о его прошлом узнали, вы бы, правда, расплакались, вот настолько бы вам стало бы его жалко. Вот, мужчина, знаете, такой вот, что было, то было, да. Как-то вот в шутках рассказывает о том, что он пережил. Здесь вот прям мучения мне идут, да, что жизнь очень тяжелая, много мучений, очень много он вынес. Может быть, мужчина не свободен был, да, может, он был в семье, в отношениях, и там был очень страшный абьюз, и его очень сильно обижали. То есть он там работал с утра до ночи, деньги приносил, а его, извините, банально даже не кормили. Либо какие-то объедки, либо там хлеб и вода, да. То есть женщина с него все тянуло, а ему ничего не давало. Я уж там про любовь вообще не буду говорить. То есть там ничего, ни заботы, ни любви, ничего не было. Может быть, мужчина вырос в такой семье, а может быть, он вообще без родителей, да, и всю жизнь там приходилось пробиваться, встречать неприятных людей.
Очень много луны у него в жизни было. Луна – это и заблуждение, и обман, и даже, может быть, он болел очень сильно, да, были какие-то проблемы со здоровьем, травмы, может быть, родился больным ребенок. В общем, как-то тяжело ему пришлось, очень тяжело. И вот я вижу, что этот мужчина, несмотря на то, что между вами либо проблема, либо расстояние, он прям за вас схватился двумя руками, и отпускать вас он и не хочет, и не может. То есть вы для него как обещанное счастье, как вот награда, да, награда за то тяжелое прошлое, которое он испытал и пережил. Мужчина очень многое вам не договаривает, вы это чувствуете, и вы думаете, что вот он меня обмануть хочет. На самом деле он уберечь вас хочет. Он не хочет вас травмировать своими проблемами, он не хочет вам быть обузой, понимаете? Вот есть мужчины, которые альфонсы, да, они начинают женщину жалобить, что я такой несчастный, у меня то, у меня сё, там мама заболела, еще что-то случилось, ты мне типа денег дай, материально помоги. А этот мужчина наоборот, он пытается вас уберечь, он не хочет вас расстраивать, он не хочет вами пользоваться, да, это прям вообще для него недопустимо. Он наоборот хочет как-то больше денег заработать, да, чтобы эти деньги как-то пустить на вас, на, может быть, решение ваших проблем, на то, чтобы преодолеть это расстояние, да, на то, чтобы вас куда-то там повезти, подарить вам праздник, подарить вам хороший, дорогой подарок, да, вот на это ему нужны деньги. Конечно, о своих проблемах он не говорит, а проблем у него много. Скорее всего, он либо отмалчивается, либо такой, ну, типа, все хорошо, да. Он может вам сказать, что он с друзьями там в сауну ходил, при этом он вам соврет. Он не ходил ни в какую сауну, он просто вот работал, батрачил, да, может быть, дополнительная какая-то работа, может, основная. То есть вообще человек на износ работает. И это, конечно, очень похвально, он молодец, но с другой стороны, слишком он вас оберегает, и поэтому вам кажется, что он вас обманывает, вот не все вам говорит. Не вижу тут желания вас обмануть, вижу желание уберечь. Еще раз говорю, он за вас двумя руками держится. Даже на расстоянии он держится за вас двумя руками. И еще мне кажется, что он то ли гадает на вас, то ли, не знаю, загадывает. Здесь вот показано, что он на вас каким-то образом информацию получает. То ли через расклады, то ли через экстрасенса, то ли через какое-то лицо, которое рядышком с вами, человек за вами наблюдать может, да, ему рассказывать. Смотрите, он с вами видит бесконечность. Видите, вот она, 8. То есть хочу прожить с ней всю жизнь, да. Хочу ее и больше никого. То есть она одна мне нужна. Очень серьезные намерения. Итак, о чем же он мечтает? Мечтает он об общей дороге. Общая дорога может и поездку означать, да, куда-то вместе с вами съездить, например, на отдых. И также общая дорога – это общая дорога жизни, да, всю жизнь вместе, рука об руку пройти, всю жизнь прожить до конца, да, именно с вами. Еще он мечтает о больших деньгах. Но эти деньги ему нужны не на то, чтобы там свой статус повышать, а на то, чтобы вас баловать, вам, возможно, помогать, вас содержать, да, обеспечить вам достойную жизнь. Да. Вот ему нужны деньги именно как средство обеспечить вас, либо для вас что-то делать. Можно сказать, что он трудоголик, но, наверное, трудоголики больше думают о себе, а он-то думает о вас, он мечтает о вас. И вот, кстати, когда он о вас мечтает, вот он может работать, что-то делать собственными руками, и вот он думает о вас представляет. В моменты, когда прям силы его покидают, когда в глазах от усталости темнеет, он опять же думает о вас, и вот как второе дыхание у него открывается. Он, может сказать, вами себя и стимулирует, и мотивирует. Да, и если бы вас не было, то этот мужчина, он бы давно уже как сломался, сточился бы от такой тяжелой работы, понимаете, как кони дохнут, да. А ваш мужчина – это бессмертный пони, у которого есть прекрасная леди, госпожа, и вот ради нее он прям
очень старается. Может быть, этот мужчина сейчас действительно где-то на вахте находится, очень тяжелая работа, и он еще и сверхурочку берет для того, чтобы больше денег заработать. Может быть, этот мужчина сразу на 2 работах работает, да, он у каждого по-своему отыграется. Но у вас то ли только все начинается, и особо вы так не сильно общаетесь, то ли вы действительно на расстоянии находитесь, может, в интернете общаетесь. То есть у вас как бы прямого доступа к этому мужчине, к его жизни нет. А поскольку вы уже такая девушка, наученная горьким опытом, конечно, вы не будете доверять вот просто на слово. Опять же, мужчина действительно увиливает от каких-то ответов, либо от правдивых разговоров. И это, конечно, вас немножко напрягает. Хотя, с другой стороны, сердечко-то вам подсказывает, что он хороший, что он добрый, что он не будет вас обманывать. Да? Вы вот прям сердцу своему доверяете, оно точно вас не обманет. И еще по поводу этого мужчины, кто о вас мечтает. Знаете, это, конечно, не относится к мечтам и не относится к тому, что между вами происходит, но я вижу, что у этого мужчины в будущем прям стрела прорисовалась, стрела, которая четко в звезду летит. Это очень крутой знак, знак того, что этот мужчина точно встанет на ноги. И этот мужчина, либо он известный станет, либо популярный, либо он станет таким, вот, знаете, авторитетом в своем деле, в своей работе. Может быть, он и в политику подастся, может быть, станет каким-нибудь там депутатом, чиновником, почему бы и нет. Да, это очень крутой знак. И кому такой знак выходит, такие люди, действительно, их называют сильные мира сего. Да, вот это его знак. Может быть, благодаря тому, что вы будете рядом. Но, может быть, это такая у него судьба. Тяжелый жизненный путь, но как итог прекрасный результат. И человек прям стрелой, да, в звезду летит. Здорово. Так, еще по поводу вас хочу добавить. Не зря вот здесь показано, что у вас много сомнений и много тревог, потому что тяжелый жизненный опыт. У вас с мужчинами как-то не очень получалось. Либо вы обманывались в мужчинах, либо мужчины такие вам попадались. Как много испытаний вы прошли благодаря мужчинам. При этом я вижу, что вы гораздо сильнее стали. Все те мужчины, которые были в вашей жизни, все те мужчины, которые вас обижали, буквально вас закаливали. Знаете, вот как сталь закаляется, так и вас закаливали. Вы, видите, какая вы сильная. Вы стали действительно очень сильным человеком. Вас просто так теперь голыми руками не возьмешь. И даже вооруженными не возьмешь. Вы людей научились видеть и читать. Вы научились отсеивать плевна от зерен. Да, вот есть у вас такая черта. С этим мужчиной из-за того, что расстояние, либо только начало отношений, опять же, влюбленность, я вижу вашу влюбленность. Может быть, не все так просто. Но с другой стороны, сердце вам правду говорит по поводу этого мужчины, что он хороший, что он вас любит. И знаете, вот тут лодочка показана, и в лодочке вот какой-то багаж, да? Вы прям чувствуете, да, что с этим мужчиной ваша жизнь будет совершенно другой. И с этим мужчиной вы готовы отправиться в эту новую жизнь. Просто вот сейчас какое-то обстоятельство, которое не позволяет вам этого сделать. Опять же, как я сказала, расстояние, либо, может быть, вы только начали общаться, либо поссорились, может быть, по какой-то причине. Причины разные бывают. Вот. И из-за этого, может быть, лодочка на мели стоит. Но поверьте, она еще поплывет. А вот этот багаж – это то, что вы накопили за свою жизнь. Именно в отношениях, именно в психологии мужчин. Да? Вы ведь знаете, как с мужчинами нужно обращаться. Это хороший знак. Еще по вам тройка идет. Тройка – это сильный знак друга. Да? Вы не только любить умеете, но и дружить можете. Дружить по-настоящему. То есть кто в вашем ближнем кругу, кого вы можете назвать друзьями, кто может назвать себя вашим другом, вашей подругой. И всегда кто ваш друг, кто ваша подруга, они все очень счастливы, потому что вот в лотерею жизни выиграли, обретя вас. Тоже славный знак.
Так, смотрите, вы мужчине не до конца доверяете, ну, потому что вы чувствуете, да, что не все он вам говорит, а вот мужчина вам полностью доверяет, полностью, вот нет никаких сомнений. Ну, он как бы, да, понимает, с одной стороны, что это неправильно, то, что он от вас скрывает, но с другой стороны, вот есть у него этот железный аргумент, железобетонный, что он вас не хочет беспокоить, да, не хочет, чтобы вы из-за него расстраивались. Еще вас так интересно показали. Он якорь, а вы прекрасная птица, которая вот на этом якоре может как отдохнуть, да, качаться на волнах. Мужчина действительно может обеспечить вам очень хорошую, такую крепкую, стабильную жизнь. Но опять же, участвовать во всех ваших затеях, идеях, спонсировать, во всем поддерживать, да, вот быть вашим якорем. Здесь очень хорошая у вас совместимость, очень хорошая. И когда вы уже по-настоящему будете вместе, вы все это поймете, все это почувствуете. У мужчины сильные ноги, то есть он крепко стоит на ноге, знак того, что он очень выносливый и очень прямой, простой. То есть нету в нем какой-то хитрости, изъяна нет. У мужчины нет каких-то сложных таких, знаете, там заветвлений в голове. У него простые потребности, да, любовь, счастье, тепло, там, вместе что-то делать, друг другу доверять, иметь детей, да, полноценную семью, домик, там, дача, либо там хорошая квартира, да, вот у него такие потребности, и вы эти потребности, как я вижу, да, вот полностью разделяете, вы тоже этого хотите. Тоже. Мне вообще идет, что это какие-то зрелые отношения, когда у людей действительно багаж жизненного опыта, и вы уже понимаете, что вам нужно от жизни. Вот этот юношеский максимализм оставили где-то там давным-давно позади. Вот. Ну, судьба свела, и свела не напрасно. Я вижу, что очень подходите, и вижу, что вам вместе будет хорошо. И вы как две параллельные, которые вопреки всем законам все равно пересечетесь. Вот 100% пересечетесь. И тем более вы сами это чувствуете. Вы ведь это чувствуете? Ну, вот с вашим-то обаянием, с вашей интуицией, конечно, вот сердце точно вам подсказывает, что это ваш мужчина, и что нужно просто время, да, либо все еще будет хорошо, допустим, вернется со своей вахты, либо вы сможете как-то съехаться, да, либо вы сможете помириться, либо отношения ваши будут развиваться. Вы все это чувствуете, мои хорошие. И ваше сердечко вас точно не обманывает. Мои милые, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.